считали для себя честью получить членский билет РГО знаменитые попаданцы Тур Хейердал, Юрий Сенкевич и многие другие. И вдруг новое испытание. Распад Советского Союза сказывается на РГО. Финансирование общества практически прекращается. В аварийном состоянии историческая штаб-квартира в Санкт-Петербурге. В сырости гибнут дневники Пржевальского и письма Литке, рисунки Миклуха Маклая и великолепные фолианты. РГО спасает лишь участие первых лиц государства. В ноябре 2009 года проходит внеочередной съезд РГО. Создается попечительский совет во главе с Владимиром Путиным. Членами совета становятся отечественные и зарубежные меценаты, просветители, общественные деятели. Президентом общества избирается Сергей Шойгу. Возобновляется активная деятельность. Сегодня общество проводит десятки крупных и сотни региональных экспедиций в год. Только в одну из них, Кызыл-Курагино, за 6 лет изучено 70 археологических памятников. В музее переданы тысячи артефактов. 5 лет волонтеры РГО занимались очисткой Арктики. Десятки тысяч тонн металлолома вывезено с земли Франца Иосифа, новой земли, побережья Карского моря. Проводятся комплексные исследования Курильских островов, раскопки скифских захоронений, уникальные погружения специалистов Центра подводных исследований РГО. В честь 200-летия открытия Антарктиды русскими моряками состоялась кругосветная экспедиция. В 2010 году запускается грантовая программа, которая поддерживает научные исследования по всей стране. Финансируется программа изучения и защиты редких видов животных. Амурский тигр, дальневосточный леопард, снежный барс, белый медведь. Расширение и обустройство заповедников, оснащение отрядов по борьбе с браконьерами позволяет увеличивать численность популяции. В 2014 году с огромным успехом проходит наш первый фестиваль «Праздник географии», посвященный природному и национальному многообразию России. В 2019 году в парк Зарядье на фестиваль приходит 500 000 человек. С 2014 года вручается премия РГО, поощряются смелые образовательные, научные, молодежные проекты. Просветители, популяризаторы науки получают общественное признание и средства на дальнейшие исследования. Мы вдохновили десятки тысяч людей на участие в фотоконкурсе «Самая красивая страна». Миллионы пишут наш географический диктант более чем в 100 странах мира. В 2018 году из руин восстановлена и превращена в музейный комплекс Константиновская батарея, памятник мужеству советских солдат. Практически во всех экспедициях РГО участвуют волонтеры. Для активных и неравнодушных молодых людей организованы молодежный клуб, летняя школа, профильные смены в детских лагерях. Оцифровывается научный архив РГО, картографические фонды, самая крупная географическая библиотека в Европе. Ежегодно в открытый доступ выкладываются сотни тысяч страниц уникальных документов. Научные издания, сайты и социальные сети РГО – источник информации для миллионов людей. Мы развиваем внутренний туризм, проводим экспертизу познавательных туристических маршрутов. В 2019 году учреждается почетное звание «Заслуженный географ России». А в 2020-м, в день основания общества, впервые официально отмечается День географа. Русское географическое общество – это люди, изменившие карту мира. Это связь поколений. Это новые знания о нашей планете. Все только начинается. Вот такое славное общество со славной историей.
Особенность русского географического общества в том, что это, во-первых, одно из старейших обществ не только России, но и мира. Это пятое географическое общество в мире после Лондонского, Королевского, Берлинского. Даже вот известный National Geographic, вы его, наверное, знаете по телеканалу, некоторые могут знать по журналу, на 43 года моложе, чем Русское географическое общество. Более того, National Geographic и РГО связывает одна история, что когда журнал National Geographic был еще научным журналом, в нем публиковались статьи, в одно время он, естественно, уже стал загниваться, уже перестал продаваться, и дошло эта история до того, что уже вот нужно завтра выпускать свежий номер National Geographic, фотографий, никаких материалов нет. Полжурнала, половина верстки, полностью пустые. Но был такой действительный член Русского географического общества, звали его Гамбажап Цыбиков. Он исследовал Тибет, тогда это была самая закрытая страна мира. Туда не допускался никто, ни один паломник, никто туда не смог проникнуть. А вот ему удалось. Удалось ему создать образ тоже тибетца, буддиста. Он в шаманский барабан спрятал скрытую видеокамеру и делал оттуда снимки. Буквально через маленькую дырочку делал снимки и привез из Тибета бесценные в то время фотографии самой закрытой страны мира. И отдал это журналу National Geographic. Естественно, то, что половина журнала пустые, фотографии разместили полностью на всю страницу. И этот журнал расхватали сразу же. И с этого момента у National Geographic появилась новая веха в истории, новый фирменный стиль, когда красивые фотографии публикуются на весь формат журнала, на всю страницу. Вот тоже РГО помогло и этому географическому обществу, которое штаб-квартира находится в Вашингтоне в Америке. Также РГО сотрудничает и с другими географическими обществами, но почему оно, собственно, русское называется? По логике, если страна Россия, еще и Российская империя была, то географическое общество должно называться российским. Русское – это потому, что деятельность РГО, она не ограничивается границами нашей страны. Члены Русского географического общества исследовали не только Дальний Восток, Сибирь, как тогда это еще тоже были белыми пятнами на карте, но и еще Монголию, Китай, некоторые части Ирана, Средней Азии. И даже несмотря на то, что Антарктиду открыли 200 с лишним лет назад, еще до основания РГО, его первооткрыватели, это русские моряки Сергей Фадей Фадеевич Бейзганзен и Михаил Лазарев, они сразу же стали почетными членами Русского географического общества. Вообще любой учебник по географии, который вы возьмете, Петр Петрович Семенов-Теньшанский, Пржевальский, Миклуха-Маклай, это все члены РГО. Тогда еще в Российской империи было очень почетно состоять в этом обществе. Основано оно Николаем I 18 августа по старому стилю 7 августа 1845 года. Первая экспедиция Русского географического общества была отправлена на Приполярный Урал, и после же первой экспедиции, по результатам этой экспедиции, которые ученые РГО в то время привезли бесценные материалы, Николай I даровал Русскому географическому обществу почетное фамильное наименование «Императорское РГО». И до самой Октябрьской революции РГО просуществовало с таким названием «Императорское русское географическое общество». Наступила революция, естественно, все, что было связано с Российской империей, тут же было
закрыто, тут же было замято. Такую же участь ждала РГО, но у РГО к тому моменту был накоплен очень большой фонд географических знаний, а как бы страна не может существовать ни без карт, ни без географического описания, ни без сведений, которые наполняют эту страну, поэтому Русское географическое общество было решено оставить при Академии наук СССР. Как такой небольшой круг ученых, тогда в РГО никто попало мог попасть, да, чтобы стать членом Русского географического общества до самой перестройки, нужно было иметь научные статьи на тему географии, нужно было иметь географическое образование, ученую степень, то есть это был чисто такой сконцентрированный круг ученых. Но и несмотря на это, РГО еще в Советском Союзе очень активно популяризировала географическую науку и вообще в целом туризм. Наступила Великая Отечественная война, и здесь уже взгляды на Русское географическое общество со стороны нашего государства, тогда Советского Союза, были пересмотрены кардинально. Например, блокадный Ленинград, штаб-квартира РГО, главная историческая, в то время была основана в Ленинграде. Еще в Санкт-Петербурге в 1908 году был построен дом географии, который находится на переулке Гривцова. До сих пор он существует, до сих пор это является таким центром Русского географического общества, центром его истории. Ни разу этот дом не сменил своих хозяев. И когда наступила Великая Отечественная война, блокада Ленинграда, несмотря на то, что все заводы, фабрики, людей массово по возможности эвакуировали из Ленинграда, решено было оставить Русское географическое общество в Санкт-Петербурге. Более того, штаб-квартира РГО была открыта круглосуточно для красноармейцев, для того, чтобы любой из военнослужащих нашей страны смог в любой момент ознакомиться с картами, с материалами, чтобы больше подготовиться к наступательным и иным операциям. На первом этаже штаб-квартиры РГО расположился эвакогоспиталь, то есть вот такую еще работу вели. И когда уже запас продуктов стал заканчиваться, когда Смольный стал задумываться о том, как бы доставлять продукты в заблокированный со всех сторон город, обратились к РГО, потому что у РГО, как основанного в Санкт-Петербурге изначально, самый ближайший географический объект, если логически подумать, это очень такое большое озеро, чуть-чуть похожее на море, как оно называется, рядом с Санкт-Петербургом. Ладожское озеро. Решено было доставлять продукты и вывозить эвакуированных из Санкт-Петербурга, из Ленинграда людей по Ладожскому озеру, по льду. РГО с момента своего основания и вот до самой Великой Отечественной войны изучало Ладожское озеро, полностью были все сведения, графики по вязкости льда, по застаиванию льда, в какое время лед образовывался, по толщине льда буквально по метрам этого озера. Ведь озеро — это тоже живой организм, у него в разных его частях разные будут показатели, не одинаковые. И согласно сведениям и графикам от ученых РГО был составлен проект по прокладке известной всем дороги жизни. Не только в Ленинграде было сконцентрировано такое влияние РГО на исход окончательной Великой Отечественной войны. Говоря про РГО, я не говорю не только про тех, кто состоял в организации, а тех, кто еще и плечом к плечу к РГО из ученых помогал приближать Великую Победу. Например, Сталинградская битва. Как вот кто-нибудь, наверное, из вас уж ответит, в какое время года, теплое или холодное, проводились самые такие важные операции в этой битве? Холодное или в теплое? Холодное. С этим была связана такая история.
Когда вообще в принципе началась Великая Отечественная война, естественно, в таких приграничных к фронту территориях перестали убирать урожай. Заметили, что по осени стало разводиться очень много мелких грызунов, мышей, и начались местные локальные вспышки различных болезней, которые приносят грызуны. Самая массовая такая вспышка в то время была тулеремия. Это болезнь, которая просто человека валит с ног, с ужасной 40-й температурой, с полностью обессиленный становится человек. Он не то что встать и ружье поднять, он в принципе уже не может даже и говорить. Советские ученые это тут же приняли к сведению. Медики стали разрабатывать вакцину от тулеремии, а географы, они спрогнозировали наступление холодов. По средним многолетним значениям было опоздание по наступлению заморозков первых и вообще понижение температуры за 0 на 2 недели. И, соответственно, наша сторона тянула Сталинградскую эту операцию, как могла, на 2 недели откладывали. Наступили холода, мелкие грызуны тут же побежали в самые теплые места, которые находятся на фронте. Это, естественно, окопы. Наши советские солдаты были вакцинированы, естественно. Их, так особо это не волновало. А немецкая Германия к этому была совершенно не готова. И тоже был такой момент, что приблизило к нашей с вами великой победе, которую мы отмечаем 9 мая. А все остальные члены Русского географического общества во время Великой Отечественной войны разъезжали в прифронтовые части, рассказывали лекции, не такие, как я сегодня вам рассказываю, а более углубленные географические, по форсированию определенных рек, по проходке различных ландшафтных территорий. То есть была полномасштабная научная фронтовая работа. То есть нельзя иметь только танки, ружья и бомбы, чтобы победить в войне. Нужно еще иметь очень крепкие ученые мозги в стране. После Великой Отечественной войны, конечно, это все закрепилось. И вот эта коллаборация медиков, географов и биологов, она превратилась в отдельную научную дисциплину, как медицинская география. После Великой Отечественной войны эту дисциплину стали преподавать во всех медицинских университетах, а одно время президентом РГО сам был профессор медицинских наук. А потом уже Русское географическое общество углубилось в изучение нашей территории, были географические проекты, но случилось новое испытание, как уже мы посмотрели в фильме, это распад Советского Союза. Как мы помним, в Советском Союзе РГО было филиалом Академии наук. Естественно, в условиях безденежья тут же испортились отношения РГО с Академией наук. РГО снова стала самостоятельной организацией, плюс некоторых членов общества не устраивал такой исход. Они создали отдельные организации, отдельные географические общества. Когда спохватились в одно время, географических обществ в России было более 1000. Все это снова объединилось, снова возродилась организация, снова появилось Русское географическое общество уже в современном облике. Это произошло в 2009 году, когда президентом РГО, согласно голосованию съезда, был избран Сергей Кужугетович Шойгу, тогда еще министр чрезвычайных ситуаций, ныне министр обороны Российской Федерации. Председателем попечительского совета в то время был избран Владимир Владимирович Путин, он и остается им по сей день. С тех пор у РГО началась новая страница в истории. Главная цель нынешнего современного РГО – это популяризация географии.
Более того, эта работа проводится не зря, а согласно данным ВЦИОМ, полученным в 2013 году, проводился такой массовый опрос, 48% россиян получили бы на экзамене по географии двойки. С тех пор РГО стало разрабатывать различные масштабные просветительские проекты, которые нацелены на массовость, на привлечение населения любого возраста, любых профессий, любых сфер деятельности. Более того, РГО направлением работы стало помогать в развитии туризма. То есть, чтобы попасть в экспедицию в Советском Союзе, нужно было иметь чуть ли не кандидата географических наук или быть студентом этого кандидата географических наук. Сейчас же открывается возможность у любого человека. Нужно достаточно пройти конкурсный отбор, объявляемый ежегодно Федеральным русским географическим обществом. Можно быть хоть историком, хоть айтишником, хоть медийщиком, тиктокером, неважно. Проходишь конкурсный отбор и участвуешь в экспедиции в Курильские острова или в Арктику, в любую территорию, куда ты проходишь конкурсный отбор. Вот, как я уже сказал, я руководитель молодежного клуба. Только в этом месяце нас стало 57 человек, до этого было чуть поменьше, 30 с чем-то. И за 3 года существования нашего клуба уже как минимум 8 примеров участия в федеральных экспедиционных проектах. На Алтай, вот у нас преподаватель Акмулинского университета Роман Маратович, я его все время в пример ставлю, он за один летний сезон сначала принял участие в заповедной школе в Крыму, а из Крыма за счет РГО перелетел на другой конец России, на Курильские острова, и еще там был участником долгосрочной комплексной экспедиции. Про детей, про школьников до 17 лет мы тоже не забываем. Для школьников проводятся профильные смены в Международном детском центре «Артек» и во всероссийских детских центрах «Орленок», «Смена» и «Океан» во Владивостоке. Тоже у нас из Республики Башкортостан ежегодно по 30-35 человек с разных школ, с разных сел, деревень, нет, не какие-то там лицеисты, тоже проходят конкурсный отбор на профильные смены Русского географического общества. То есть все проекты, они открытые, у любого есть возможность выиграть конкурсный отбор. Это не какая-то закрытая такая компания, которая только для своих что-то организовывает. Наоборот, мы всем говорим, что если не подавать, вы точно никуда не пройдете. А если подать заявку на конкурсный отбор, у вас уже шансы увеличиваются. С 2016 года, видимо, в федеральном РГО задумались о будущем организации. Сергей Кужгетович Шойгу произнес эту фразу историческую, что основным направлением деятельности Русского географического общества, особенным направлением должна стать работа с молодежью. И с 2016 года по всей стране стали основываться молодежные клубы Русского географического общества. Тогда они были открыты для лиц от 16 до 30 лет. Сейчас немножечко возрастные рамки расширили. Теперь ждем любых участников от 10 лет, активистов от 14 лет и до 35 лет можно быть активистом молодежного клуба РГО. Чем полезно быть активистом молодежного клуба? Любые проекты Русского географического общества, будь то вчерашний, прошедший 19 ноября географический диктант, требуют волонтеров. Не только географический диктант организовывать. Любые экспедиционные проекты, будь то на Алтае, будь то по генеральной очистке Арктики от металлолома, будь то долгосрочная та же самая комплексная экспедиция по изучению Курильских островов, требуют волонтерской силы. И РГО предоставляет возможность волонтерам принять участие в этих проектах. Ничего сложного в основном делать не надо, нужна просто небольшая физическая помощь. Естественно,
показывать вам Курильские острова на вертолете бесплатно не будут. Нужно немножечко, конечно, поработать. Но открывается прекрасная возможность путешествовать по нашей с вами стране. Как известно, по нашей стране, особенно в самые красивые ее дальние уголки, дороже, чем по миру. А с РГО можно за счет Русского географического общества увидеть свою Россию и открыть ее заново. Это, кстати, наш девиз. Открываем Россию заново вместе. Вот. Я с вами хотел провести небольшую викторину, чтобы уже конкретно у вас проверить, как вы хорошо знаете нашу страну. Это не вопросы из географического диктанта, это чуть по-другому все. Для тех, кто правильно ответит, мы тут с коллегами приготовили небольшие подарочки, которые вам пригодятся в обучении, блокноты, карандаши, возможно, кому-нибудь в спорте пригодятся спортивные бутылочки. А потом мы продолжим уже конкретно про молодежный клуб с вами поговорим. Итак, единственное правило, что сначала я вопрос дочитываю до конца, а вот потом, кто первый поднимает руку, когда я обращаю внимание на ваш взгляд, тот и отвечает. Я не смогу читать вопрос одновременно и определять, кто первый ответит. Итак, одно из 15 глубочайших озер планеты. Младший брат Байкала. Глубина 325 метров. Самое большое озеро Алтая. Местные жители называют его Алтын-Кёль, Золотое озеро. Современное название появилось 400 лет назад в донесениях командира казачьего отряда и связано с древним алтайским народом Телесами. Что это за озеро? Правильно. Получат подарки те, кто больше всего ответит, кто более будет активен. В народе ее называют рекой Черного дракона. По легенде, этот дракон победил злого белого собрата, который топил лодки и остался тут жить. Его хвост – исток реки, расположен на границе Китая и России. Тело дракона занимает территорию 4 российских регионов и 1 китайской провинции. Драконья голова упирается в Охотское море и пьет воду из Татарского края. Вот была девушка первая. Кто из девушек в черном платье? Амур, правильно. Легкий вопрос. 2000 железнодорожных цистерн с водой. Именно столько достанется каждому россиянину, если взять все содержимое этого водоема и разделить между жителями нашей страны. Байкал. Правильно. Здесь проходит граница Белоруссии и Польши. Совсем рядом водораздел Балтийского и Черного морей. Аналогов этому месту нет во всем мире. Это уникальный первобытный лесной массив Европы. По числу растений и животных ему тоже нет равных. Самая крупная популяция зубров на планете обитает именно здесь. Эти девственные леса находятся под охраной ЮНЕСКО, а впервые они были описаны в середине XVI века, как называется это место. Между Белоруссией и Польшей. Беловежская пуща — это кто ответит? Правильно. Так. Сейчас что-нибудь посложнее. Ну, давайте тогда еще чуть полегче. Там картофель растет в вулканическом грунте. По дороге в магазин можно встретить медведя, а красная икра считается обычной едой. Кто первый? Правильно. Самый легкий вопрос, на него не стыдно ответить. На него стыдно не ответить. Гордость Башкортостана. Эта пещера прославилась благодаря наскальным рисункам первобытного человека эпохи палеолита. Правильно.
Третья по величине равнина в мире. Больше только амазонская и русская. Ее площадь в 5 раз больше Франции, 2 миллиона 700 тысяч квадратных километров. Эта равнина занимает всю западную часть Сибири. Западно-сибирская равнина. Правильно. Иногда на географические вопросы, в том числе на вчерашних географических листах, достаточно подумать логически, а не знать правильного ответа. В мире эта река одна из крупнейших. Длина 3650 километров. Ее исток – место слияния Бии и Катуни. Благодаря их объединению появилось и название этой великой водной артерии. По другой версии оно связано... Нет ответа. Волга? Не Волга, Бии и Катунь. Вопросы про географию России. Ладно, тогда чуть полегче. Крупнейший остров на Байкале. На его территории смогли бы уместиться государства Андорры и Мальта вместе взятые. Альхон. Альхон. Вот уже вопрос. Дальше пошли. Так. На этом огромном пространстве могли бы уместиться 2 Исландии или 4 Словакии. Площадь 200 тысяч квадратных километров. Она окружает северную часть Каспийского моря. Ее пересекают великие реки Волга, Урал и Терек. Визитная карточка этого места – соленые озера и уникальный заповедник Черные земли. Эти просторы впервые исследовал немецкий ученый на русской службе. Подсказка. О какой низменности идет речь? Прикаспийская, вот здесь вот был произнесен первый ответ. Так. Они тянутся дугой от Камчатки до Японии протяженностью 1200 километров. Молодой человек, Курильские острова. Так. Они раскинулись на территории сразу 4 стран – Монголии, Китая, Казахстана и России. Эта горная система занимает огромную территорию – 741 569 квадратных километров. Слушаем дальше. Ау? Нет. Тибет. Нет. Слушаем дальше. Часть этих гор находится под охраной ЮНЕСКО. Самую высокую их вершину мечтают покорить альпинисты со всего мира. Их рисовал Николай Рерих. Первое их научное описание сделал русский путешественник и географ. Кавказ. Также Кавказские горы являются и границей Европы и Азии. С южной стороны. С восточной стороны Уральские горы, не спорю. С южной стороны Европа и Азия должны заканчиваться Кавказские горы, Китай и Монголия. И Казахстан. У нас 4 стран. Что-то Что-то там не то. Что-то да не то. Алтайские горы кто первый ответил? Девушка получает еще 1 балл. Так. Опечаточка, да, здесь вышла. Хорошо. Вот мы и проверили, что здесь есть опечатка. Так, этот пролив на Дальнем Востоке России совсем небольшой, длина 56 километров. Наименьшая ширина 7 километров, однако его открытие стало поистине великим. Да, Татарский пролив, а почему он так называется? Нет, открыли не татары, но с татарами связаны. И не защищали. Дело в том, что во времена, когда еще
наша Россия была не совсем освоена, только в европейской части нашей страны были какие-то сведения, вся территория от Уральских гор, ну и, собственно, до самого окончания земель, когда еще не знали наших границ, называлась Великой Тартарией. Ну и, собственно, тот пролив, который отделял Сахалин от континентальной России, назвали Татарским проливом. Ну и потом Татарстан сузился вот с этой огромной территории до республики, которую мы сегодня с вами видим. Хорошо. Так. Ну и последние несколько вопросов. Чтобы вам еще такого задать. Только что говорили про Ольхон, и тот же вопрос про Ольхон, на который вы ответите. Нужно же всем дать возможность поотвечать. Полуостров на крайнем севере России. Он почти полностью расположен за полярным кругом. Омывается Баренцевым и Белыми морями. Его площадь 100 тысяч квадратных километров. На его территории обнаружено более 1000 видов минералов, треть всех известных на планете. Из них 150 не встречаются больше нигде. По разнообразию полезных ископаемых ему тоже нет равных. Правильно. Новая земля. Новая земля — это, извиняюсь, это никак не полуостров, пока она видна. Но зато Новая Земля является продолжением Уральских гор. То есть вот у нас Уральские горы заканчиваются в континентальной части, немножечко под Северным Ледовитым океаном проходят, и вот заканчивается у нас вот таким вот красивым архипелагом Новая Земля. Самое крупное пресноводное озеро Европы. Его площадь 18 тысяч квадратных километров, находится на территории Республики Карелия и Ленинградской области. На этом озере 660 островов, на одном из них расположен легендарный монастырь Валаамский. Первым геодезическую съемку всего озера провел русский картограф. Вариантов больше нет, это правильный ответ. И последний вопрос. Одна из самых больших бухт в мире, расположена на Дальнем Востоке нашей страны. Там базируется Тихоокеанский флот России. Визитная карточка этого места — скалы Три Брата, которые стоят на выходе из бухты в открытый океан. Благодаря ее открытию появился город Петропавловск-Камчатский, и началось освоение всего полуострова Камчатка. О какой бухте идет речь? Правильно. Ну, у нас явные есть лауреаты викторины. Наверное, прошу их выйти сюда. Это вот молодой человек. Как вас зовут? Роберт. По левую руку с ним девушка сидит. Как вас зовут? Арина. Роберт, Арина. Девушка в черной кофте. Как вас зовут? Эвелина. И, по-моему, кто-то еще. Вот там девушка. Да, да. Как вас зовут? Пожалуйста. И кто-то еще активно писал. Вот молодой человек в бежевой кофте. Да. Как вас зовут? Александр. Александр, выходите на сцену. Вот у нас 5 победителей нашей викторины. Вы получите по бутылке географического общества. Они спортивного типа, то есть можете себе на пробежку куда-нибудь еще брать с собой и
насыщаться не только водой, но и полезными знаниями о географии России. Поаплодируем. Можете занимать места. Призы еще есть, поэтому по итогу всей нашей лекции я задам вопросы на внимательность. Как вы внимательно слушали лекцию, поэтому держим внимание на контроле. Итак, как я уже сказал, с 2016 года стали основываться молодежные клубы Русского географического общества. Пожалуйста. Мы ждем абсолютно всех наш открытый региональный лекторий. Лучше опоздать, чем вообще не прийти. Итак, с 2016 года появляются молодежные клубы. Они основываются не только на базе региональных отделений. Молодежные клубы можно основать на базе школы, на базе учреждений дополнительного образования. И даже за пределами нашей страны есть молодежные клубы, основанные на базе посольств. У меня там была еще презентация по молодежным клубам. Флешка, по-моему, осталась у вас. Да, если можно. Спасибо. Молодежные клубы стали объединять внутри себя всех, кто неравнодушен к географии, но кто еще не может по возрастным причинам стать полноценным действительным членом Русского географического общества. Вот. Молодежный клуб – это проект, созданный для объединения молодежи вокруг идей и ценностей Русского географического общества. Но здесь уже немножечко данные устаревшие. Каждый день может открыться новый молодежный клуб. И сейчас их уже более 200 по всему миру. Молодежные клубы основываются даже на острове Мальта. Есть молодежный клуб, есть молодежные клубы в Египте, во Франции, в Германии. То есть интерес изучать географию России, ведь это же молодежные клубы основываются не русскими студентами, так скажем, а основываются коренными жителями этих стран. Но у них есть желание изучать географию России и понять немножечко о нашей стране, поэтому они тоже присоединяются к движению Русского географического общества. Проекты молодежного клуба включают в себя разного рода направленности. Это и научные, и волонтерские школы. Нужно на отдельных заповедниках, ОПТ, помогать сотрудникам этого заповедника, например, менять батарейки в фотоловушках. Естественно, все безопасно, все под контролем сотрудников заповедников, все полностью охраняется, вся волонтерская группа, но вы, благодаря тому, что просто поменяете батарейки в фотоловушках, вам еще расскажут экскурсию по заповеднику, вы проникнете в те места, куда не может попасть ни один обычный турист. То есть у вас еще вот такая тоже интересная возможность открывается. Про мир открытий я уже сказал, от 11 до 17 лет любой обучающийся может подать заявку на конкурсный отбор. Отбираются самые активные школьники, которые участвуют в различных олимпиадах по географии, в различных, не только по географии, биологии и других смежных науках, которые собирают портфолио. Единственное, что, конечно, активность в рамках молодежных клубов, а молодежные клубы, как я сказал, могут основываться на базе школ, это является таким приоритетным фактором при конкурсном отборе.
Социальные акции «География детям» — это тоже проект, который проводится при содействии молодежного клуба Русского географического общества. Этот проект направлен на проведение различных акций популяризации географии среди школ-интернатов, среди учреждений, где подопечными являются дети с ограниченными возможностями здоровья. Им тоже предоставляются различные подарки и призы. В этом плане тоже работа проводится. Ну и издание «Великие русские путешественники» тоже от Русского географического общества про все экспедиции, которые принесли свой вклад в изучение нашей страны, в изучение всего мира. Это очень такое ценное издание, и у нас эти книги в региональном отделении тоже хранятся в нашей библиотеке, поэтому если появятся какие желающие почитать, на месяц мы можем предоставить некоторые такие книги из нашей библиотеки регионального отделения. Олимпиадное движение, здесь ничего нового. Все участники олимпиад по географии, они, ну, как скажем, выявляются Русским географическим обществом и поощряются. Заповедная школа РГО. Вот как раз самое интересное. Да, это школа, она проводится ежегодно. Проект был сначала под эгидой Крымского отделения РГО, Крымского молодежного клуба, ну а потом уже расширился по всей стране. С этого года заповедная школа проходит во всех регионах нашей страны. В Республике Башкортостан было проведено 2 заповедные школы, в том числе при содействии Акмулинского университета. Сначала была заповедная школа в Башкирский государственный заповедник, а уже потом при прокладке экологической тропы Зелим-Аскын тоже было проведено в рамках заповедной школы. Научные лагеря РГО, ну, практически то же самое, что и заповедная школа, только здесь уже отбираются более такие студенты профильных направлений вузов, биология, география, экология, и уже более углубленные научные исследования проводятся, но даже в эти научные экспедиции, где требуются ученые, требуются еще и медиа-волонтеры, которые ведут очень активно социальные сети, могут составить видеоклип, могут написать очень красочный пост, поэтому совместно с учеными-волонтерами отбираются отдельно еще и медиа-волонтеры в каждую экспедицию. Именные стипендии Русского географического общества тоже проходили буквально недавно. Каждый, кто реализовал какой-то общественный популяризационный проект по географии и смежным наукам, либо же кто очень активно ведет научную деятельность, пишет публикации в различные научные журналы, в том числе рецензируемые, какие там РИНС, Скопус, ВАК и так далее, они могут претендовать на присуждение, на соискание именной стипендии Русского географического общества. Она присваивается, ну, это не ежемесячная стипендия, не обычная стипендия, она присваивается за 1 календарный год, то есть мероприятие должно пройти, например, если стипендия присуждается до ноября 2023 года, соответственно, с ноября 2022 года вы должны вести какую-то деятельность, какие-то проекты, какие-то научные статьи публиковать, и вы можете получить 250 тысяч рублей. До 35 лет. То есть еще и аспиранты в этом тоже могут принять участие. Программа стажировок тоже отдельное направление молодежного клуба. Русское географическое общество — это не только общественная организация, это еще и корпорация. Тоже имеет исполнительную дирекцию, как федеральную, так и при региональных отделениях. Поэтому стажировку в исполнительной дирекции федерального РГО тоже может пройти любой желающий, который пройдет конкурсный отбор. И неважно, да, работа найдется для всех, в том числе для тех, кто учится на библиотечное дело,
для тех, кто учится на международную какую-то специальность, будущий дипломат тоже может найти для себя что-то в стажировках исполнительной дирекции. Не только в штаб-квартире стажировка проходит, но еще и она проходит дистанционно. То есть там буквально 4 часа в день можно потратить и получить не только характеристику от федерального РГО, но и войти в кадровый резерв исполнительной дирекции Федерального Русского географического общества. Также, как я уже и сказал, на все проекты, которые проводит Русское географическое общество, нужны волонтеры. Создается волонтерский штаб, как его еще называют, добровольческий корпус Русского географического общества. При нашем молодежном клубе тоже я все никак не могу до конца его сформировать. Мы ищем активных студентов, которые могут помогать организовывать различные проекты, в том числе и протокольной направленности. То есть у нас председателем попечительского совета регионального отделения является глава республики Радик Фаридович Хабиров, и эти мероприятия тоже требуют особой подготовки. Тоже можете получить бесценный опыт работы при организации таких мероприятий. Естественно, не просто так. Вам предоставляются и благодарности, и подарки от Русского географического общества, а эти благодарности, в свою очередь, как я знаю, служат для увеличения стипендии ПГАС, вроде называется, повышенная государственная стипендия. Также и для людей с ОВЗ с недавних пор стали проводиться конкурсные отборы на участие в экспедиции Русского географического общества. РГО проводит огромную работу по археологическим исследованиям. Самый такой первый масштабный проект, который после возрождения РГО появился, это археологическая экспедиция Кызыл-Курагина. Были найдены большое количество различных исторических реликвий, золотых реликвий, которые сейчас выставляются в различных музеях по России. Как я знаю, Кызыл-Курагина проводится ежегодно еще и до сих пор. Ну и молодежные клубы инициируют самостоятельно археологические экспедиции. Тоже, если у нас таковая появится, вы будете к этому приглашены. Федеральная РГО недавно запустила такой проект, как «Краеведческая миссия». Здесь приглашаются тоже научные добровольцы, которые могут что-то рассказать о каком-то историческом объекте, либо предоставить какие-то ценные данные, что позволит создать такую общую краеведческую базу данных нашей страны. Сила в открытиях — это после уже присоединения к нашей стране новых регионов Луганской, Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Это тоже новый проект Русского географического общества. По результатам этого проекта во все школы ЛДНР были переданы новые географические карты и атласы. Сейчас проводится научно-практическая конференция «Сила в открытиях». То есть вот и мы проводим и такую работу. И в новые регионы Русское географическое общество — это одна из первых организаций, которая туда пришла. И про то, что я сейчас вам хотел рассказать. Это про проект научного добровольчества «Окружающий мир», проект гражданской науки. «Окружающий мир» РГО, раньше это называлось «Фенологическая сеть Русского географического общества», это флагманский проект «Десятилетия науки и технологий», который у нас проводится после 2021 года, тематического года науки и технологий, до 2030 года. Что он себя, собственно, включает, что он из себя представляет? Что такое фенология вообще? Кто из вас знает?
Экология, наука о наблюдениях за чем? Не за деньги. Это научное добровольчество. Добровольчество не про деньги никогда. Зачем наблюдение? Вот живой природы. Правильно. Это сезонные изменения в природе, не только за деревьями. Деревья могут в себя включать фенофазы, по ним тоже проводятся фенологические наблюдения, но в фенологические наблюдения входят также гидрометеорологические явления, наблюдения за животными, наблюдения за грибами, наблюдения за всей живой природой. То есть первый снег – фенологическое наблюдение, первая гроза – фенологическое наблюдение, появились первые желтые листья на березе – фенологическое наблюдение. Последний лист березы опал – это тоже фенологическое событие, которое тоже должно регистрироваться. И проект призван объединить научных добровольцев со всей России. Русское географическое общество эту работу проводит не в первый раз. Еще в Советском Союзе была целая волонтерская школа фенологических корреспондентов. Тогда в Советском Союзе добровольцы отправляли письма в федеральное РГО, что вот они зафиксировали одно фенологическое событие. И численность штаба фенологических корреспондентов достигала 5000 человек, и сейчас эту работу тоже активно возрождают. А вообще при Русском географическом обществе с 1913 года существует постоянная природоохранительная комиссия. Она до сих пор работает, и главным достижением постоянной природоохранительной комиссии РГО является создание в нашей стране заповедной сети. Тогда, в 1913-х и так далее годах, еще не находили чиновники того времени какой-то экономической выгоды, зачем отделять огромные территории ради сохранения каких-то там животных и растений. Вот. Но постоянная природоохранительная комиссия убедила своим ученым давлением в то, что нужно все-таки беречь природу для дальнейших потомков, и редкие виды животных нужно отгородить от людей, и редкие какие-то природные ландшафты, которые еще мало затронуты человеком, тоже нужно сохранить. И этот закон о заповедной системе уже был введен в советское время, в 1917 году, но он был инициирован как раз этой комиссией Русского географического общества. И вот эта комиссия занималась фенологией. Сейчас этот проект уже превзошел самого себя, как он был раньше. Он ведется РГО с 1848 года, но сейчас он уже выглядит совершенно в другом виде. Существует фенологический портал «Окружающий мир», как мы видим. Это и сайт, это и мобильное приложение. Сейчас мобильное приложение прошло такой апгрейд, как это говорится. Тоже стало очень удобно вносить наблюдения. Буквально можно с мобильного телефона, добавляешь координату, где ты именно сейчас находишься, даже при неустойчивом интернете, добавляешь фотографию, описываешь наблюдение и загружаешь в общую систему. Для чего это нужно? Проводится проектом «Окружающий мир» каждый год единые фенологические дни. Это, можно сказать, как фотография всей России за одно время. Природная фотография. Наша с вами страна очень большая, и где-то, если береза уже зеленая с листьями, где-то на ней только набухают почки. Где-то черемуха уже отцвела и дала плоды, а где-то черемуха только начинает проклевывать свои первые цветки. И если наблюдать за этими явлениями каждый год и фиксировать дату наступления этих наблюдений, можно говорить о таких глобальных вещах, как изменение климата. То есть сдвиги фенофаз говорят о наступлении тех или иных таких явлений аномальных, если это аномальные явления,
Либо если каждый год мы видим сдвиг в какую-то сторону, то мы можем говорить уже о тенденции изменений климата в теплую или холодную сторону. То есть для добровольца, который участвует в проекте «Окружающий мир», для него даже не важно иметь какого-то географического и биологического образования. Он может просто сфотографировать растение, на глаз определить, вот уже как бы 10% березы стало желтое, внести эти данные на сайт, а уже если этих точек будет очень много по нашей стране, можно составить фенологическую карту, а в долгосрочной и среднемноголетней перспективе можно уже говорить о каких-то серьезных глобальных вещах. Этот проект сейчас получает очень огромную поддержку, в том числе он очень сильно оценен, очень мощно оценен Координационным советом по развитию науки при президенте Российской Федерации, и из-за этого он еще и является флагманским проектом десятилетия. А с этого года была издана методика ведения фенологических наблюдений. Вот такая целая книжка. Ее можно также полностью прочитать на сайте окружающего мира. Есть вот раздел «Методика». И можно, если активно вести фенологические наблюдения, заказать себе вот такой книжный экземпляр. С этого года были введены также изменения в федеральной образовательной программе по географии, и для 5 класса введено фенология введена. И как раз в этом году в помощь учителям географии также и вот в методику ведения фенологических наблюдений добавлена программа дополнительного образования на 72 учебных часа. Программа включает в себя полностью расписание всех, тематическое планирование уроков, какие лабораторные практические работы давать ученикам, что их в итоге спрашивать. То есть и в помощь учителям тоже РГО сразу же встала на помощь. Сейчас Русским географическим обществом прорабатывается такое решение, как о создании опорных пунктов фенологической сети. Наш молодежный клуб на базе нашего отделения активно участвует во всех фенологических проектах, поэтому мы такие первые претенденты на наименование опорный пункт фенологической сети. И я сейчас, самая главная моя задача — это вовлечь очень такую, создать большую массу фенологических корреспондентов при нашем молодежном клубе, чтобы уже не только вести фенологические наблюдения, опорным пунктом фенологической сети будет доверено оцифровывать различные старинные фенологические карты, переводить научные статьи с разных языков, проводить различные фундаментальные исследования в области экологии и географии. То есть здесь и как для студентов, для будущей дипломной работы, так и для просто неравнодушных людей, которые могут потратить 5 минут своей жизни на то, чтобы внести фенологические наблюдения, открываются возможности, вот буквально какие возможности могут открыться. В знак того, что окружающий мир стал флагманским проектом десятилетия науки и технологий, в этом году с коллаборацией с «Больше, чем путешествие», это вот отдельная некоммерческая организация, было принято решение о поощрении 500 случайных аккаунтов, которые зарегистрировались на портале «Окружающий мир» до 17 ноября этого года. То есть те, которые были еще с 2015 года, когда появился этот сайт, до 17 ноября этого года, среди них была проведена генерация случайных чисел. И, как вы думаете, 3 человека из нашего молодежного клуба РГО 6-7 декабря поедут в Москву по полностью оплаченной путевке федерального РГО на премию «Мы вместе». То есть человек мог даже просто зарегистрироваться, и он уже отобран в случайной генерации чисел и получит путевку. Вот такие возможности. Поэтому я вас всех призываю обратить внимание на Русское географическое общество. Сегодня мы с вами вместе открыли новый
региональный просветительский проект «Декада РГО в Башкортостане». Расписание лекций есть на сайте РГО. Лекции будут проходить каждый день в 4 часа дня по будням. И вы можете увидеть, узнать, кто будет выступать завтра, и прийти на его выступление. А завтра у нас, вот уже анонсирую, выступает почетный председатель регионального отделения Камиль Фарушинович Зиганшин. Писатель, вы его, наверное, можете знать по его книгам, почетный лауреат различных премий. Так что ждем вас на дне рождения Русского географического общества, который будет отмечаться 30 ноября. Вот. Есть ли какие-то ко мне вопросы, могу ответить. По поводу вступления, по поводу каких-то различных проектов. Все, что касается Русского географического общества. Вопросов ко мне нет, но у меня к вам есть. Я же сказал, что мне нужно разработать все призы вам раздать. А в каком году было основано РГО? 1845. Ну да, точно. У нас же логотип-то установлен. Ладно, отменяется вопрос. Согласно высочайшему повелению кого было основано Русское географическое общество? Император Николай I. Кто был председателем, первым председателем Русского географического общества? А вот уже сложно. А вот уже сложнее. Сын Николая I, Константин Николаевич Романов. Так. С какого года стали появляться молодежные клубы Русского географического общества? Правильно. Что такое окружающий мир РГО? Проект гражданской науки. А что такое единый фенологический день? День, когда идут общее наблюдение за природой. Правильно. Как вступить в молодежный клуб РГО? На базе школы. Заполнить анкету на сайте молодежного клуба. Правильно. Так. Давайте более глубже вопросы вам задам. Всем подарки тут все-таки не раздать. Что позволило какой вклад внесла медицинская география в Сталинградскую битву? Разработала вакцину. С одной стороны, со стороны Они медиков. дождались холодов, когда крысы пойдут в теплые места. Вот вы обе и получаете по конкурсу. Выходите на сцену. В каком году и благодаря чему основана заповедная сеть Российской Федерации, так называемые ныне особо охраняемые природные территории? В каком году и благодаря чему была основана заповедная сеть нашей страны? Баргузинский был уже в 20 веке основан. В 20 веке, не 1800, не 1600. 20 век это 1900 как минимум. Не, это уже поздно. В 60-м году заповедник. 1918 год. А благодаря какой комиссии Русского географического общества
постоянный природоохранительный. Так. Вот так внимательно слушаем. Это тогда, это сейчас они хранятся, а тогда заповедников еще даже не думали. Вот. Хорошо. Кто первый ответит, что является фенологическим событием? Любое изменение окружающего окружения, окружающей природы. Листик пожелтел. В природе получается одна ответила более терминологически и научно, другая более попроще и по-человечески. Аж устал выходить на сцену. Опрокиньте. Хорошо. Какие... Так. Ну, буквально, какой проект был вчера? Географический диктант. Обе. Участвовали? Да. Проверите свой результат 12 декабря, когда будет все. Хорошо. Так. У кого на сегодняшний день появилось желание вступить в молодежный клуб РГО? Я отправила заявку, а сколько дней рассмотрения? Сколько дней рассмотрения? Это вот, когда мне на электронную почту уведомление еще раз придет. Хорошо, заявку отправил. Раз. Уже состоит в молодежном клубе. 2. 3. Отлично. А у кого появилось желание? Вот, отправил заявку тебе, блокнот на вступление. И вам говорим тоже по подарочку. Выходите. Да. 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 Компас и карандаш. Ну и последний вопрос на компас разыгрываем. Какой девиз у Русского географического общества? Открываем Россию вместе. Открываем Россию Вместе. заново. Заново вместе. Еще раз выходи сюда, а теперь все вместе открываем Россию заново вместе. И Открываем Россию заново вместе. Давайте еще раз. 3-4. Открываем Россию заново вместе. благодарим вас за участие в первой такой нашей открывающей лекции. Вы все большие молодцы. Сейчас я вас приглашаю на общее фото.